Начинаем торжественное посвящение в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармии». Под флаг Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» смирно! Флаг вместе! Знаменная группа! Прямо! Шагом! Марш! Добрый день, дорогие ребята и родители, уважаемые гости! Мы приветствуем вас на торжественном посвящении учащихся Средней общеобразовательной школы номер 9 имени Моисея Израилевича Кершенгольца, Средней общеобразовательной школы номер 13, Средней общеобразовательной школы номер 32 и воспитанников детского подросткового центра города Якутска в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Посвящение в ряды Юнармии проходит в рамках месячника патриотического воспитания и приурочено ко Дню защитника Отечества. В этот торжественный день мы сердечно поздравляем всех защитников нашего Отечества, отдаем дань уважения и чтим
память всех воинов, которые защищают нашу Родину от врагов. Желаем всегда оставаться настоящим воином, мужественным и сильным, решительным и находчивым. День защитников Отечества воспитывает тех, кто уже стал на этот путь, и тех, которые стремятся взять пример с лучших, гордятся своими героями. Чувство патриотизма закладывается с детства, и начинается оно с понимания и уважения своих предков. Знать свою историю должен каждый человек, чтобы все поколения жили счастливо, чтобы над головой было мирное небо. Внимание! 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 Звучит гимн Российской Федерации, гимн Республики Саха-Якутия, гимн города Якутска. Торжественную церемонию посвящения в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» считать открытой. Мы рады приветствовать на
Владимир Владимирович Аржаков, заместитель главы городского округа город Якутск. Мария Петровна Петрова, начальник управления образования окружной администрации города Якутска. Александр Николаевич Кузьмин, начальник регионального штаба Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» по республике Якутия. Марина Аргуновна-Дичковская, заместитель директора мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история». Василий Васильевич Лесников, председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Республики Саха-Якутия. Полковник полиции Лена Степановна Иванова, начальник отдела участковых, полномочий полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Межмуниципального управления МВД России Якутская, член Совета регионального отделения движения «Юнармия». Сергей Васильевич Кириллин, помощник начальника отделения военного комиссариата города Якутска. Егор Афанасьевич Орловка, начальник штаба местного отделения Всероссийского движения «Юнармия». Афанасий Семенович Владимиров, советник генерального директора ЛОР, председатель Ассоциации ветеранов группы советских войск в Германии и западной группы войск. Наталья Николаевна Петрова, директор детского подросткового центра города Якутска. Нина Петровна Черных, директор средней общеобразовательной школы номер 9 имени Алексея Израилевича Кашингольца. Участники специальной военной операции Анатолий Николаевич Храмов. Оксан Акимович Андреев. Сергей Анатольевич Храмов. Сафрон Степанович Пономарев. Сергей Геннадьевич Кутуков. Почетные гости. Владимир Витальевич Лукин, заместитель директора Центрального музея вооруженных сил Министерства обороны Российской Федерации. Валерия Валерьевна Бугакова, директор программы «Красные флаги». Боевых традиций, вооруженных сил, культуры и искусства. Надежда Владимировна Чайкун, ведущий специалист по Слово для приветствия предоставляется заместителю главы городского округа город Якутск Владимиру Владимировичу Аржакову. Дорогие единоармейцы, разрешите от имени главы города Дмитрия Николаевича Григорьева поздравить вас с сегодняшним торжественным мероприятием. Мероприятие значимое, и значимое не только для нашего города и республики, это значимое мероприятие для нашего государства. Ребята, сегодня здесь присутствуют наши ветераны, участники боевых действий, участники специальной военной операции. Давайте их поприветствуем. Российское государство издревле славилось своим, славилось как военная держава, как морская держава. Как мы знаем, Петр I, он создал морской флот. Российское государство одержало победу над Наполеоном в 1812 году. Наши деды-прадеды дошли до Берлина. И, конечно, военно-патриотическое воспитание на сегодняшний день имеет очень актуальную и глубокую духовную и исторический смысл. И за последние 30 лет вот это было у нас, к сожалению, утеряно. И радостно то, что сегодня молодежь, именно государство, не зная истории, нашего государства, не зная прошлого, истории наших дедов, как наше государство создавалось, сегодня юнармейцы – это патриоты. И военно-патриотическое воспитание – это одно из главных направлений воспитательной работы и, конечно, работы государства. И надо отметить то, что сегодня у нас ведется
специальная военная операция, и каждый гражданин, каждый житель нашей республики, России, все вносят свой вклад в дело победы. И, как мы знаем, как только у нас началась специальная военная операция, у нас в городе был создан Центр поддержки семей СВО, и в ноябре был создан фонд называется «Победа», где непосредственно принимают участие все жители города Якутска, работники окружной администрации, предприниматели, и каждый по своей мере, по своей возможности вкладывает в дело победы. На сегодняшний день фонд собрал более 30 миллионов, и непосредственно оказывается помощь семьям, и непосредственно помощь оказывается ребятам, которые сегодня ведут на рубежах наших границ, защищают границы нашего государства. И оказана большая материальная помощь. Недавно глава города Евгений Николаевич съездил в зону военной операции, и из фонда было пожертвовано 50 внедорожников, которые были вручены ребятам, которые были мобилизованы из города Якутска, куплены и доставлены тактическое оборудование, в том числе тепловизоры, коптеры, амуниция. И, конечно, эта работа будет продолжаться. И, конечно, я сегодня вдвойне рад, что наш коллега Ирсан Акимович сегодня здесь присутствует. Он работник окружной администрации управления образования. Мы как раз с ним встретились в это время, когда ехали на зону СВО. И сегодня у нас присутствует Анатолий Николаевич Храмов. Он с вами его познакомит, тоже молодой человек. Ребята 94-96 года рождения, очень молодые, настоящие патриоты нашей России. Давайте поблагодарим, ребята. И памятный сувенир. В настоящий момент в городе Якутске участниками движения «Юнармия» стали более 600 молодых и активных ребят. И сегодня, в этот знаменательный день, его пополняют ряды юнармейцы школы номер 9 имени Кекшенгольца, руководитель Кузьмина Олеся Анатольевна, юнармейцы школы номер 13, руководитель Кузьмин Александр Николаевич, юнармейцы танцевального ансамбля «Камельчер», руководитель Слепцова Вероника Владимировна и студии «Радость» детского подросткового центра города Якутска, руководитель Сивцева Александра Васильевна. Наступает волнующий момент. Замерзал в торжественном молчании, ждут друзья заветных слов. Ты даешь сегодня обещание, что юноармейцам стать готов. Просим начальника регионального штаба Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» по республике Саха-Якутия Александра Николаевича Кузьмина принять рапорт о готовности принесения торжественной клятвы. Становись! Равнять! Смирно! Равнение на середину! Товарищ начальник штаба регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» по республике Саха-Якутия, учащиеся среднеобразовательной школы города Якутска для торжественного приема клятвы юнармейца построены руководитель юнармейского отряда «Молодая гвардия», подполковник запаса Рышкин. Здравствуйте, товарищи юнармейцы! Поздравляю вас с вступлением в ряды Всероссийского движения «Юнармия»
И с наступающим Днем защитников Отечества! Вольно! Вольно! Право зачитать слова клятвы предоставляются командиру отряда Хакимову Дмитрию. Я, вступая в ряды юнармии, перед лицом своих товарищей, торжественно клянусь всегда быть верным Отечеству и юнармейскому братству, соблюдать устав юнармии, быть честным юнармейцем, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, всегда быть защитником славы, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость, стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества. Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России. С честью и гордостью нести высокое звание юнармейца. Клятва, священное слово, как много в нем смысла таится. Клянутся с волнением ребята на верность любимой отчизне. Ребята, помните, звание юнармейца почетно. Настоящие патриоты – это те, кто уже сейчас осознал и готов взять на себя ответственность за настоящее и будущее города, Республики России. Мы верим, что эти ребята, чтобы выполнить клятву коль надо, пройдут через любые невзгоды, пройдут через любые преграды. И уверен, что вы будете с гордостью носить звание юноармейца. Личные книжки юнармейца вручают почетные гости нашего мероприятия. Полковник полиции Иванова Лена Степановна, Кириллин Сергей Васильевич, помощник начальника отделения военного комиссариата города Якутска, Анатолий Николаевич Храмов, начальник Центрального штаба движения «Юные Карбышевцы», участник специальной военной операции, Эрсан Акимович Андреев, участник специальной военной операции. Средняя общеобразовательная школа номер 9 имени Моисея Израилевича Кишингольца. Сысоев Тимур, Назаров Артем, Бикус Алина, Трофимов Дмитрий. Хакимов Дмитрий, Семенова Надежда, Карпова Ксения, Мареева Даяна. Павлов Виктор, Загоруйко Михаил, Сафолов Некрус, Авдашин Владислав. Индевка Карина, Абдулаева Марсияна, Давыдова Аида, Куликова Екатерина. Барнауков Никита, Акмаилов Мурат, Крупнов Тимур, Волков Данила. Белюкин Алексей, Васильев Сергей. Воспитанники детского подросткового центра города Якутска. Кобякова Алина, Сергеева Евангелина, Федорова Самана, Петрова Елена. Васильева Айлана, Сивцева Настя, Федотова Сандара, Бурцева Эльвира. Кириллова
Кобякова Динара, Спиридонова Юлиана, Николаева Ирина. Сигаева Эльмира, Местникова Виктория, Сивцова Карина, Татаринова Александра. Дмитриева Соляна, Осипова Зоя, Стручков Бронислав, Носова Раисия. Тимофеева Эвелина, Лавров Даниил, Лавров Кирилл. Средняя общеобразовательная школа номер 32. Ещук Данил, Хилева Эвелина, Парамонова Алина. Средняя общеобразовательная школа номер 13. Баишев Югустан, Устинов Николай. Слово для поздравления предоставляется Анатолию Николаевичу Храмову. Добрый день, уважаемые гости и участники сегодняшнего знаменательного мероприятия. Очень приятно сейчас стоять, видеть, сколько здесь молодых ребят, которые вступают в ряды Юнармии. Это особенный день. День, который вы запомните надолго, на всю жизнь. Это ваши первые шаги к вашей будущей службе, к вашей будущей профессиональной деятельности в том числе. Поэтому, ребята, всех хочу от всей души поздравить с этим важным в вашей жизни днем. Для вручения и награждения приглашен. Хорошо, спасибо большое. Надо сказать, что мне очень приятно видеть и участвовать в этом мероприятии, потому что в свое время, в 2016 году, мне выпала большая, огромная честь быть первым начальником штаба Юнармии Республики Саха-Якутия. И начинается движение. И мне приятно видеть, насколько оно развивается, что вступают новые и новые ребята. Это просто замечательно. И на самом деле, наверное, я должен и обязан сказать, что наше молодое поколение, многие ребята, которые тогда, в 16-17 году, вступали в ряды Юнармии, сейчас с честью и доблестью защищают нашу Родину на специальной военной операции. И наше нынешнее поколение, оно проявляет такой же героизм и достойно памяти наших предков, одержавших победу над фашизмом в Великой Отечественной войне. Поэтому, видя вас, ребята, мы, конечно, спокойны, что наше будущее в надежных руках, и вы достойная смена. Поэтому всем удачи. Сейчас ваша главная задача учиться, выполнить ее, а дальше все будет хорошо. Поздравляю, спасибо, ребята. Для вручения и награждения приглашается Егоров Афанасьевич Охловка, начальник штаба местного отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Добрый день, уважаемые гости, уважаемые ребята. Я поздравляю вас сегодня со столь знаменательным событием. Сегодня вы стали полноправными членами общественной детской организации «Юнармия». Желаю вам всем крепкого здоровья, чтобы вы были всегда впереди, хорошей учебы и хорошей общественной работы. Вручается свидетельство руководителю школьных юнармейских отрядов Кузьминой Олесе Анатольевне, школа номер 9. Слепцовой Веронике Владимировне, танцевальный ансамбль «Кюнмичер». Сивцевой Александре Васильевне.
Васильевне вокальная студия «Радость». Слепцовой Ольге Иннокентьевне отряд «Мой выбор», школа номер 32. За активное участие в мероприятиях, посвященных месячнику патриотического воспитания, за проведение всероссийской квест-игры знакомства с юнармией среди учащихся образовательных учреждений города Якутска награждаются юнармейцы отряда «Звезда» имени Константина Евгеньевича Корякина, школа номер 9 имени Киршенгольца, Ладышева Олеся. Семенов Эрик. Семенов Артем. Воробьева Полина. Черезов Владимир. Шабалина Мария. Давиденко Денис. За проведение мастер-классов по элементам строевой подготовки и знаменной группы награждаются инорвейцы отряда «Отвага-10», школа номер 10 имени Дмитрия Геннадьевича Лопашина, Брюханова Юлия. Свидетельство руководителю инорвейского отряда вручается Кузьминой Олесе Анатольевне, школа номер 9. Котов Данил. Швецова Ирина. Агапова Элиза. Юльева Юргуяна. Ешковская Алиса. Ноев Михаил. Скрябина Эльмира. Ноев Максим. Таранец Виктория. Дорогие ребята, от имени юноармейцев отряда «Звезда» имени Константина Евгеньевича Корякина, нашей родной школы номер 9, разрешите поздравить вас с важным шагом в вашей жизни. Мы надеемся, что вы достойно будете нести звание юноармейца. Это не только большая честь, но и огромная ответственность. Сегодня мы стоим на пороге выпуска из родной школы. Впереди нас ждет много интересного и увлекательного. Могут встретиться и сложности на нашем нелегком пути, но мы готовы их преодолеть.
Так же, как и вы, мы когда-то дали клятву быть гордыми и славными юноармейцами, служить Отечеству и стремиться к победам в спорте и учебе. Уверен, что слова клятвы навсегда останутся в вашей жизни и будут вашей путеводной звездой. А рядом с вами будем мы, старшие товарищи. Мы надеемся, что юноармейское движение в нашей школе будет расти и крепнуть. От всей души разрешите поздравить вас с этим гордым именем юноармейцев. Желаем вам счастья, здоровья и, само собой, успехов в ваших начинаниях. Присоединяется ко всем сказанным очень правильным словам и говорим большое спасибо нашим юноармейцам, выпускникам отряда «Отвага-10», школы номер 10 имени Новопашина, отряда «Звезда Корякина», школа номер 9 имени Киршенгольца и отряда «Городской патруль», школы номер 24 имени Климакова. В добрый путь, дорогие наши юноармейцы! Пусть все навыки и знания, приобретенные в нашем доме юнармии, вам пригодятся. Пусть мечты сбудутся и будут достигнуты. Слово для поздравления предоставляется Владимиру Афанасию Семенову, советнику генерального директора ЛОР, председателю Ассоциации ветеранов группы советских войск в Германии и западной группы войск. Дорогие юноармейцы, прошу вас от имени Ленского речного пароходства, от имени Ассоциации ветеранов группы советских войск Германии, от себя лично поздравить вас с торжественной минутой, когда вы вступили в ряды юнармии. Сегодня юноармейцы – это тысячи юношей и девочек, которые стоят в ряду в форме, валах, беретах, которые наполнены осознанием, что они являются частью великой державы России. Сегодня эту торжественную минуту с вами пришли разделить люди, которые с честью отдавали свой долг, служа в рядах советской армии, в рядах российской армии. Они благодарят вас за то, что вы также следуете традициям воинской славы, бережно храните историю и, конечно же, старайтесь соответствовать тем заветам, которые оставили нам наши деды, прадеды, ну и ваши родители. Я желаю, чтобы движение юноармейцев было всегда монолитным, дружным, чтобы вы, став взрослыми, приятными воспоминаниями делились со своими сверстниками о том, как прошла ваша юность. Юноармейская юность, яркая, красивая, слаженная. Я желаю, чтобы ваши преподаватели гордились вами. Сейчас вот мы обсуждаем с руководителями учреждений, но им не было приятно, когда директор 9-й школы, ушла уже, да? В строю, в котором здесь стоят школьники, сказала: как приятно с вами работать, Афанасий Семенович. И мы будем продолжать так, чтобы... А ваш директор 9-й школы 25 лет руководит школой. 25 лет с честью и достоинством. Так же, как и бойцы, которые носят ордена и медали. Вот. И они согласны с этим. Я желаю, чтобы вы были крепкими, здоровыми, чтобы вами гордились ваши учителя, ваша школа, город Якутск, Якутия и Россия. Вперед, юноармейцы! Владимиру Витальевичу Лукину, заместителю директора Центрального музея вооруженных сил Министерства обороны Российской Федерации. Дорогие ребята, разрешите от имени Центрального музея вооруженных сил поздравить вас сегодня с вступлением в такую замечательную организацию, как «Юная армия». У нас в музее есть специальная экспозиция, приходят тоже ребята, и мы всегда встречаем их. У нас принимают присягу, клятву, так же, как вы сегодня. Поэтому мы вас тоже ждем в нашем музее, когда вы приедете в Москву, мы будем рады
вас встретить. Разрешите мне пожелать вам самое главное, чтобы вся ваша жизнь, учеба и вот эти занятия в юной армии приносили вам много-много удачи и успехов в вашей жизни. Пусть будет так, чтобы гордились родители вами, и мы тоже будем гордиться вами. Будьте здоровы и счастливы. Это самое главное. Спасибо. Слово предоставляется Анелии Валерьевне Булаковой, директору программы «Красные флаги» по сохранению и популяризации военной истории. Дорогие ребята, я рада приветствовать вас в этом замечательном центре, в таком уютном, мужественном пространстве, как говорят в столице. Но это стены, которые просто излучают любовь к родине, целеустремленность и мужество. Поздравляю всех с наступающим праздником Днем защиты Отечества. Защищайте Родину свою в первую очередь, конечно, защищайте своих близких, родных, сделайте все, чтобы мы все жили хорошо и мирно в самое ближайшее время. Детский подростковый центр на протяжении многих лет совместно с социальными партнерами реализует интересные проекты по патриотическому воспитанию. Один из них занимает особое место, это АЛСИП «Трасса мужества». В рамках проекта были собраны и подготовлены материалы для разработки и создания мужества, в котором связав воедино историю современности, традиции, инноваций. Художественное слово «Не факт» и медиацентр снял эпизоды из истории трассы АЛСИП с участием талантливых педагогов центра, которые оживили картинку военных лет. Подобный формат работы очень актуален и эффективен для вовлечения учащихся в мультимедийный контекст, формирования внутренней позиции, воспитания нравственных норм, гражданственности и патриотизма. Для продолжения проекта АЛСИП «Трасса мужества» мы вручаем от имени Центрального музея вооруженных сил Российской Федерации комплект костюма советского летчика времен Великой Отечественной войны 42-43 год, все оригинал. Вручаем этот экспонат директору детского подросткового центра Наталье Николаевне Петровой. Организации пребывания в городе Якутске, нашей делегации, мы хотим вручить небольшие подарки заместителю директора мультимедийного центра «Россия. Моя история» Мариане Артуровне Ячковской. Начальнику управления образования города Якутска Марии Петровне Петровой. И советнику генерального директора Ленского объединенного речного пароходства, председателю Ассоциации ветеранов советских войск Германии и Западной группы войск Афанасию Семеновичу Владимирову. В общем, всех с наступающим праздником, здоровья, любви, мирного неба. Спасибо большое. Внимание! В исполнении юноармейца вокальной студии «Радость» детского подросткового центра города Якутска Радислава Стручкова и Виктории Васильевой звучит гимн юнармии.
он финал, за волю и тогда, отчизну заслонил, друг мой, служи России, суждено тебе идти, служи России, удивительной стране, где солнце новое встает, на небе синем, плечо идут российские войска, и пусть военная дорога движется, мы будем верою и правдой служить России. Полки идут стеной, песнь надежда строй, вместе с нами вся Россия. И он, и я, армейская семья, и этим мы сильны, друг мой, служить России, суждено тебе идти, служить России, удивительной стране, где солнце новое встает, на небе синем. Плечо идут российские войска, и пусть военная дорога движется, мы будем верою и правдой служить России. Плечо идут российские войска, и пусть военная дорога движется, мы будем верою и правдой служить России. К выносу флага Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» смирно! Флаг вынести! Народная группа! Прямо! Шагом! Марш! Вот и подошло наше мероприятие к завершению. Нам остается только пожелать вам, дорогие юнормейцы, постигнуть азы науки, достигнуть поставленных целей, быть достойными гражданами нашей страны. Растите сильными, умными, добрыми, своими делами, поступками, учебой служите Отечеству. На этом торжественная церемония принятия в ряды юнармии считается закрытой. Мы приглашаем всех на общее фотографирование. После общего фотографирования мы приглашаем всех на выставку. Вас ждут ваши экскурсоводы. Собираемся все ребята на главной сцене. Уважаемые почетные гости, мы всех приглашаем на центральную сцену с нашими новобранцами, юнармейцы, наши уважаемые почетные гости. Просим пройти. Мы очень интересно проводим мужество. У нас сюжетная экскурсия.